Здравствуйте, это «Кванты Евангелия». Куда попадает человек после смерти? Давайте рассмотрим различия в загробной жизни, как ее описывают христианство, ислам и буддизм. Этот вопрос долгое время был основным для человечества, но каждая религия предлагает свой ответ. Христианство верит в единого Бога и ясно представляет загробную жизнь. Рай — место, куда попадают верующие в Бога и принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, где царят вечное счастье и покой. Считается, что после страшного суда тело и душа воссоединятся, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Ад — место, куда попадают те, кто не верит в Бога и не раскаивается в своих грехах, где царят вечные страдания и наказания. Суть христианства рассматривает загробную жизнь как четкий суд по добру и злу, приводящий либо к вечному раю, либо к аду. Верования и поступки человека являются важными факторами, определяющими загробную жизнь. Ислам поклоняется Аллаху как единому истинному Богу и следует учениям Корана и Мухаммада. Аль-Джанна — рай описывается как место, куда попадают те, кто повинуется воле Аллаха и совершает добрые дела, место прекрасных садов, вечного счастья и наслаждения. Джаханнам — ад — место, куда попадают те, кто отвергает учение Аллаха и совершает злые поступки, где постоянно бушует жаркий огонь и страдания. В судный день ислам верит, что каждый воскреснет и будет судим Аллахом за свои поступки, прежде будет разделен на рай и ад соответственно. Суть ислама утверждает, что человек может попасть в рай через веру в Аллаха и добрые дела, подчеркивая четкий суд и вечные награды или наказания. Буддизм стремится к прекращению страданий и освобождению, а концепции кармы являются центральными. Сансара — реинкарнация. Когда человек умирает, это не конец, скорее считается, что он перерождается в новое существование на основе кармы, накопленной при жизни. Это относится не только к людям, но и ко всем живым существам. Мир реинкарнации делится на 6 путей: небесный, человеческий, асуры, животный, голодный дух и ад. Вы переродитесь в один из них в соответствии со своей личной кармой. Нирвана — конечная цель буддизма. Выйти из страданий сансары и достичь нирваны — это высшее состояние покоя, где прекратились все страдания, и это скорее ментальное состояние, чем конкретное место. Суть буддизм подчеркивает бесконечную реинкарнацию, основанную на индивидуальной кане, на суждении единственного божества. Загробная жизнь постоянно меняется в соответствии с кармой и в конечном итоге стремится к освобождению от цикла реинкарнации. Хотя у разных религий есть различные верования о загробной жизни, общее учение состоит в том, что смерть — это не конец. Мы не должны забывать, что после смерти нас ждет другой мир, и эта жизнь — время для подготовки к загробной жизни. Какие приготовления вы делаете к ней?